еще один вопрос. Для реализации каких проектов Министерство национальной политики республики может выделить субсидию? Кто, кроме НКО, вот про НКО мы уже говорили, может участвовать в конкурсах по получению субсидий? Давайте коротко попробуем. Коротко не получится, наверное, но попробуем. Кроме НКО могут иметь, вернее, имеют право сегодня обращаться за получением субсидий муниципальное образование. Кроме НКО имеют сегодня право обращаться и граждане, как мы уже говорили в самом начале, да, в рамках этой инициативы. И субсидирование министерством осуществляется по нескольким направлениям. Самые крупные, самые большие субсидии – это грант главы Республики Коми на проведение дней празднования Республики Коми. История возникновения этого гранта уже достаточно давняя. В 2022 году грант получили 3 муниципалитета, с 2021 года только сельские муниципалитеты по решению Владимира Викторовича и имеют право сегодня участвовать в конкурсе. И в 2023 году первое место заняла в этом конкурсе Печора с суммой грантов 9 миллионов рублей. Второе место Каркировский район с суммой гранта 4 миллиона рублей. И третье место Кайгородский район с суммой гранта 2 миллиона рублей. Следующее направление субсидирования – это проекты народных бюджетов. На народные бюджеты заявки могут подавать сельские поселения муниципальных образований. Ну, муниципальное образование тоже сельские поселения. Таких проектов мы можем поддержать 10, учитывая, что сумма субсидий общая составляет 5 миллионов рублей, и предельная сумма субсидий по одному проекту составляет 500 тысяч рублей. Как раз в разделе народных проектов поддерживаются наши брендовые известные праздники. Это Луд, Усть-Илимская горка, Гажа-Валяй и некоторые другие. Ну и еще одно направление, по которому субсидирует сегодня министерство, это субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям. Сумма составляет каждый год по-разному, ну, более 2 миллионов рублей. Тоже мы принимаем сегодня заявки от организаций, в которых есть этнокультурная направленность. Приоритетом является в 2023 году при определении победителя является нацеленность проекта на духовно-нравственное патриотическое воспитание молодежи. Это как раз к году молодежи относится. Сумма поддержки составляет по приоритетному проекту до 400 тысяч рублей и по остальным проектам до 200 тысяч рублей. Ну и этноинициатива, про которую я уже говорил, там общая сумма у нас составляет 700 тысяч рублей и сумма поддержки одного проекта до 100 тысяч рублей. Хорошо.